Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Слова историка XIX века Василия Ключевского актуальны во все времена. Но что, если заставили забыть? В череде трагических событий, выпавших на долю ингушского народа, пока мирное население боролось за свои права и за место под солнцем, историческое наследие ингушей подвергалось нападкам извне с целью кражи. Параллельно с этим ингушская государственность претерпевала многие реформы. Ингушский округ в Терской области сменился Горской республикой, далее Ингушская автономная область, затем ЧССР. И спустя 60 лет регион зажил своей жизнью в составе России. Возникла такая вот необходимость все-таки восстановить свою историю, документально подтвержденную историю. И не только документально, но, я считаю, и генетически. Сегодня практически сложилось положение, когда народ есть, но документально подтвержденную, хронологически выстроенную на документах истории ингушского народа нет. Еще в прошлом году, обсуждая вопросы, связанные с предстоящим празднованием столетия ингушской государственности, руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов обратил внимание на необходимость неустанной работы над сохранением исторической памяти народа. Прежде всего, речь шла об установлении памятника первому руководителю ингушской государственности Идрису Байсултановичу Зязикову. Было решено в центре города Магаса открыть аллею столетия, на которой будут аллея памяти, галерея исторической памяти ингушского народа. Для этого специально распоряжением главы и решением администрации города Магаса здесь, недалеко от памятника, определен участок земельный, где будет вот это все. Что касается самого памятника, то при разработке мероприятий, посвященных столетию ингушской государственности, планировалось, что федеральный центр окажет финансовую поддержку. Был еще и второй вариант, отмечает советник главы Ингушетии, это привлечь инвесторов и бизнесменов, наших земляков. Но он тоже отпал в ходе обсуждения, уступив место третьему. Это создать благотворительный фонд по сохранению исторического наследия ингушского народа. Так сложилось исторически, что все памятники в России, да и в Европе, в цивилизованном мире строятся на народные пожертвования. Я даже читал, что самый такой старинный памятник Минину Пожарскому в Москве на Красной площади построен на народные пожертвования. Памятники Пушкину, Кутузову, Суворову, Гоголю. Все эти памятники, это так сложилось исторически. И это, наверное, по-моему, правильно. Я в этой ситуации, даже тогда, когда вот такие варианты были кому-то конкретно, я сказал, лучше мы создадим фонд, наши люди, они не безразличны к своей истории. Тем более Идрис Зязиков, это был выдающийся деятель для своего времени. Он был в возрасте 26 лет избран, председателем ЦИК Горской республики, всей, куда входили все эти республики. Целью создаваемого в республике благотворительного фонда «Ингис» является сбор и демонстрация в специальной галереи всех сведений об истории ингушского народа. В первую очередь, эта работа начнется с памятника Идрису Зязикову, стоявшего у истоков ингушской государственности и всю свою жизнь боровшегося за права народа. Это человек, который знал, что репрессии обязательно грядут, и это была пора какой-то смуты определенной, псевдосвободы, когда человек, высказывая свое мнение, мог рисковать своей жизнью. И несмотря на это, зная это, эти люди создали ингушскую государственность. Памятник Идрису Зязикову поставить надо обязательно, потому что он действительно болел за ингушей, он никогда не изменил идеи подлинного интеллигента, патриота.
Музеи и архивные службы Ингушетии испытывают множество трудностей в сборе исторических материалов из-за отсутствия финансирования. Это что касается галереи, в которой будут собраны свидетельства богатого исторического прошлого народа. А на самой аллее будет сконцентрирована вся информация об общественно-политическом, духовном наследии ингушей с именами выдающихся сынов народа. Тем более в условиях развития туризма в необходимости поддержания благотворительного фонда «Ингис» сомневаться не приходится. Дорогие соотечественники, все, кто желает принять участие в этом благородном и поистине важном для нашего народа мероприятии, вся деятельность фонда будет отражаться на сайте фонда, а также в бумажных носителях, что позволит любому желающему получить интересующие его сведения. Благотворительный фонд «Ингис».